Друзья, всем привет! Вторая серия второго сезона постройки нашего V8 компрессорного на 700 лошадиных сил, двигатель М62, компрессор Е55 AMG М113К. Блин, мне кажется, я в мерседесовских компрессорах скоро буду просто гуру вообще, в Прибалтике точно. Все уже знаю про них. Ну ладно. Итак, вторая серия. Давайте я хочу эту серию посвятить максимальной информации, полезной технической, уверен, вам это когда-нибудь пригодится, о том, как можно или не можно доработать головки блока цилиндров. Во-первых, я хочу отблагодарить двоих людей в первую очередь. Это Артура, это владелец той самой 46-й, которую мы для вас снимали на, я не помню, сколько там было уже, 600-800 лошадиных сил. Видео мы на нее снимали, можете в описании найти ссылку, посмотреть это видео, у которого была снята головка блока цилиндров на тот же самый тюнинг, который мы и отдали свои. Она лежала в очереди у Иворса. Иворс — это парень, который делает нам портинг этих головок. И так сошлось, что Артур стоял в очереди, его головка должна была делаться. Он уступил мне эту очередь, отодвинув свою голову куда-то там назад, а Иворс взял вместо Артура голову и сделал две моих, за что Артуру спасибо, что уступил место, а Иворсу то, что взялся и сделал для нас головки посреди сезона вне очереди. Тем не менее, время ушло довольно много, потому что ручная работа, 16 каналов двойных, 32 клапана, 2 отдельные головы, ручная работа, в общем, все это занимает огромное количество времени, но давайте сейчас поедем туда и посмотрим, какой получился результат. Но перед этим я хочу выделить несколько комментариев на ютубе, которые говорили, что ребята писали, что вы можете хоть что угодно сделать с впускными, например, каналами, там что-то расточить, сделать портинг так называемый, но пока вы не измените диаметр клапана, у вас ничего не поменяется по наполнению цилиндра количеством воздуха. Вот давайте проверим как минимум на флоу-тесте. Это тест по объема воздушной массы, который пропускает в нашем случае канал головки блока цилиндров у Иворса, и посмотрим вообще, что получилось, стоит ли это делать и так далее. Так что это видео будет посвящено тюнингу головок блока цилиндров, а конкретно в нашем случае на двигатель М62. Но это, кстати, касается всех моторов, не обязательно М62, это М50, М60, дизеля, кстати, вообще. Иворс, говорит, очень сильно поднимает продувку, потому что они очень сильно задушены заводом. Поэтому тема актуальная. Давайте посмотрим, что получилось. Друзья, если кто-то из вас сегодня или из вашего окружения хочет приобрести себе автомобиль, вы уже определились с выбором, вам нравится какая-то конкретная машина, я вам настоятельно рекомендую воспользоваться услугами нашего партнера CarVertical. Это миллионы проверенных машин по всему миру на все возможные, либо наоборот, чистые, зеленые и красивые отчеты, либо машины с дефектом. Ну, если вы покупаете машину и проверили ее через нашего партнера CarVertical, и там все зелененькое, все хорошее, значит, вам повезло. То есть, если вы купили, а потом проверили. Ну, а если вы купили машину и после этого решили проверить, увидели там что-нибудь, ну, например, списанную машину, а после восстановленную неизвестно как, я думаю, что вы сильно расстроитесь. Поэтому перед покупкой проверяем машину в CarVertical. Сейчас покажу, как это работает. Например, F30 320 бензин X-Drive. Нравится машина, готова приобрести, берем ВИН-код, вбиваем в базу данных CarVertical, открываем отчет и смотрим. Если в самом начале отчета у вас будет все вот эти первые 5 главных пунктов зеленый, значит все хорошо. В нашем случае, как видите, есть два замечания. Первое — это документы, второе — это повреждения. Давайте быстро посмотрим повреждения и видим, что машина была списана. Скорее всего, машина из Америки, довольно частая история. Хорошо, если юридически эту машину еще можно было привезти в Европу и поставить на учет, то давайте посмотрим ее повреждения. И я, наверное, в этот раз не хочу даже комментировать повреждения, сильно, не сильно, просто вместе с вами полистаем эти фотографии и просто посмотрим, насколько это была машина в аварии. Ну а дальше, после подобного отчета от CarVertical, вы сами уже решите, стоит ли вам вообще ехать, смотреть эту машину или нет. Кстати, в объявлении, прямо на фотографии, прямо на главной фотографии сразу видно стык бампера и капота. Машина белая, обратите внимание, насколько сильно сразу выделяется, что с этой машиной по геометрии что-то не в порядке. Напоминаю вам, что с промокодом ВЛАСОВ вы получаете 20% скидку на отчет, которых вы можете приобрести несколько, вы можете посоветовать друзьям пользоваться нашим промокодом, а во-вторых, когда вы им пользуетесь, вы помогаете нам развивать наш канал. Все, возвращаемся в постройку нашего нового компрессорного V8 на 700 сил. И не забывайте про CarVertical. Сколько прошло? 2 недели? 2 недели, да. Спустя 2 недели мы приехали посмотреть результат. У нас все готово, осталось только это все собрать.
Но собирать это будем потом, что там показывать. За сухаревым собираем. Для того, чтобы показать результат, головки должны быть разобранные. Ну и, соответственно, все это промерить на стенде и показать, что у нас получилось. Jā. Привет. Свейкс. Давай, рассказывай. Четко по делу, чтобы они там все вообще офигели. Nu, mēģināsim. Tad atveda galvas, parādījām pirms tam, kas tur bija, ko darīsim, defektus, vietiņas, kur jāstrādā. To visu izdarījām, centāmies, tagad ir rezultāts. Nu, tad skaties. Tā выглядит очень круто. Очень, ja? Очень круто. Nu, ļoti labi. Nu, tā arī jābūt, vai ne? Nu, tā, jā. Vajag, lai ir prieks ne tikai no gala rezultāta, bet no procesa. Vizuāli. Vai ne? Un vizuāli. Nu, redz, kur ir izplūdes kanāli, tur mēs esam viņus uztaisījuši lielākus. Bet viss nav tik vienkārši, jo ne visur vajag lielāku. Kā es teicu, pata pirmās bauslis galvas portēšanā ir šķērslaukumu attiecības. Tiecīgi izmēri noteiktā vietā, noteikts izmērs pret citu vietu. Un šai te galvai, principā šī te izeja šajā vietā, manā ieskatā, ir daudz maz optimāla. Tā ir nedaudz palielināts, bet ne ļoti. Jo es uzskatu, šeit nevajag, lai saglabātos gāzu ātrums, tev ir izplūdes kolektori, tas palīdzēs tikai tām gāzēm ātrāk изклюют. Ну, то есть, если совсем просто, чтобы простыми словами, кто вдруг не понимает, да, что здесь мы, скажем, работали и с клапанами, и в том числе с каналом, а эту часть особо не меняли, потому что, на твой взгляд, здесь все хорошо сделано, и это сужение канала, можно так сказать? Nu, nav samazinājums, vienkārši te jau bija attiecībā pret šo... Все совпадает, скажем так. Ну, да? Jā, tā varētu teikt. Это помогает только нам выталкивать азотные газы из двигателя. Очень просто. Nu, protams, tur ir noņemts, protams, ir uztaisīta virsma. Izplūdes virsma ir pulēta, tāpēc, ka nevis viņa labāk plūst, bet tāpēc, ka uz viņas mazāk pieķeras etīruma, vai ne? Un līdz ar to viņa kalpot ilgāk. Nav jēgas uztaisīt raupju virsmu, un viņas visas piedegs, un viņš paliks vēl mazāks, tas kanāls nebūs labi. Varam šitā apgriezt, apskatīties, tad šitā, varbūt šitā redz pat, vai ne? Nu, lūk, kā jau teicu, ieplūde no rūpnīcas, tad uzdevums nebija viegls, vai ne? Jo, kā jau mēs runājam, BMW galva diezgan laba šī konkrētā, diezgan laba no rūpnīcas. Tā kā uzlabot nav nemaz tik vienkārši, bet kaut kas jāatrod. Nu, tad mums bija flow dati, bija mana pieredze, mēs mēģinājām izdarīt to, ko var. Nu, tad šeit atkal tā grūtākā daļa bija atkal par šķērslaukumu attiecībām, lai tas kanāls strādātu vislabāk. Tur bija tādas, nu, teiksim, vietas, kur nācās padomāt, kā darīt, kā vislabāk darīt. Viena no tām vietām tā ir šī te vieta, kur ir vērstu vadīkla. Tur vajadzēja, nu, to formu šādu, es uzskatu, šādu arī vajadzēja taisīt, lai saglabātu laukuma attiecības. Teiksim, citām galvām darītu tā, ka ņemtu nost. Jo tur, piemēram, laukumu vajag savādāku. Tad šeit ir šādi. Nu, to kā, nu, tas ir izdarīts, uztaisīta virsma. Virsma ir savādāka, kā tu redzi. Jā, nu redzi. Visi vienmēr ar pirkstu patausta, saka, ka labi. Jā, forši. Nu, tā arī ir. Bet tā tad virsma savādāka, ieplūdē ir savādāka, tad šeit nav nekādi izplūdes gāzes, nekas nedeg klāt. Šeit mēs virsmu varam taisīt tādu, kas pēc manas pieredzes plūst vislabāk. Jo virsmai ir nozīme, bet ne tik liela, bet neliela ir. Tā kā, nu, mēģinam trāpīt to labāko. Kanāli ir labi. Kādas vēl niansītas? Vadīklas mainītas, vadīklām ir apirpoti gali. Nu, lai atkal būtu mazliet, bet lai būtu labāk. Vēl starp citu nians, ko izdarīju, vadīklām ir augstums, kad viņas presē, ja? Tad ir augstums. Šis te augstums es ieliku viņas pa pusmilimetru dziļāk. Kāpēc? Tad tu teici, tu pirksi sadalines. Man tās sadalines vēl nav. Izmērīt mēs nevaram, bet drošības pēc un rezervi mēs vienkārši ieliksim visu vadīklis zemāk. Ja nu kas,
Uz šeit. Ja nu šitā te šaibiņa var atsisties pret saļņiku. Šitie ir tavi vecie vērsti. Tavi vecie. Nav jauni. Tie nav jauni. Kā es teicu, es viņus apstīšos, vai ir labi. Bija labi. Mēs viņus atjaunojām, uztaisījām jaunu virsmu, atjaunojām kontaktu virsmu un uztaisījām nedaudz savādāku formu. Tad šī degkameras puse atkal nopulēta, lai te nekas nepieķeras. Viņa ir bišķiņ vieglāk arī nekā viņa oriģināli. Un svarīga vieta ir šī te vieta uztaisīta pāreja un forma uz to blīvējumu vietu, kur vārsts blīvē. Tā ir diezgan svarīga vieta. Tā arī ietekmē caurplūdi pie maza vārstu pacēluma. Tā kā mēs gribam dabūt visu gaisu cauri, tad katra nianse atkal svarīga, vai ne? Nu tā kā... Выглядит очень круто. Точно не новые? Точно не новые. Круто. Yeah. Ну, выглядит все офигенно, но теперь нам же нужен результат. Да. Потому что каждый может что-то там... Мне даже, кстати, в комментариях написали... Es, kстати, varu латвийский runāt, ja? Bet нам легче потом меньше субтитров писать. Поэтому... Ну, я? Да, я поэтому буду... Мазак ялас. Поэтому все мне в комментариях написали, что вообще под наддувной мотор, турбо или компрессор портинг это не работает, что пока мы не увеличим диаметр клапана, то есть не сделаем их больше, это тоже все не работает. Ну, там у меня есть диванные эксперты, специалисты. Пока мы не увеличим клапан, и вообще только на атмосфере работает. Jā. Nu, tā daudzi saka. Да. Bet tev jau neinteresē, ko citi saka. Tev vajag rezultātu, vai ne? Lai viņi saka tālāk, vai ne? Tu liksi un brauksi, un tad redzēsim, kāds tas rezultāts būs. Nu ko, nu labi, tad mums vajag uzliksim uz stenda, izmērīsim. Es tev solīju, varbūt, ja paveiksies, tu gribēji uzlikt tās S62 galvas, es teicu, ja paveiksies, varbūt es viņus uztaisīšu labākas M62 nekā tās S62. Jā. Teicu, nebūs viegli, bet mēģināsim. Ja? Tad iesim skatīties, vai sanāca. Давай. Okay. Tā, uzlikām galvu uz flowbenča, uzliku nulli, iestādījām nulli, ne? Tad atkal es skrūvēšu šos te skrūves, vērsies vaļā vārsti. Šeit mēs mērīsim, cik milimetrus atveram. Pie katra 1 milimetra plusā nolasīsim rādījumu, ierakstīsim tabulā, sanāks līkne. Ne? Standarta stoka dati mums ir. Jā. Nu, tagad būs šitie. Gatavs? Jā. Ja nu būs sliktāk? Nebūs. Nebūs? Nebūs. Tiešām? Nebūs. Es pat tevi redzu, ka nebūs. Labi, davai, mēģinam, ja? Ok. Как диджей. Tā, mums tur bija 47 kaut kas, ja? Lai saprastu. Bija pie 1 milimetra 33. Ir labāk, vai ne? Protams. Nu, redz. Labi, mēram tālāk? Да. Labi, ok. Nu, mēs varam tagad izlaist kaut Ну, это будет очень долго, да. Да, nu tu redzēji, mēs līdz 4 jau tikām. Да, 4 миллиметра и разница есть значительная. Разница есть, jā, tieši tā. 47, 33, 85, 60, 120, 91, 150, 132. Nu, tie komati tur tā. Nu, es viņus rakstu, bet kā redzējāt, arī tas gaiss jau nav absolūti konstants. Viņš tomēr bišķiņu vibrē, svārstās. Nu, tā sanāk tā līkne, vai ne? Ну, viss, tā esam gatavi, līkni. Сейчас промерим все остальное и покажем. Просто реально шумно очень. Jā, Сейчас сделаем замер всего остального и покажем вам уже конечный результат. Синий сток, красный
красный портинг. Правильно? Да? Pareizi. Или наоборот. Тот самый случай, когда стало хуже, да? Ну, nē, mums paveicās. Окей, есть результат, ну, разница, да? Сейчас в процентах мы можем сказать. Но мне больше вот это место удивляет. То есть в стоке при маленьком подъеме клапана где-то 2, 3, 4 миллиметра идет такой, как, ну, провал график. То есть прям хуже начинает работать, чем, допустим, ну, график не линейный идет наверх, а такой с ухудшением. Pareizi, tu visu saki. Да, а сейчас... Jā, jo tām līknēm jābūt ir daudz maz tādām, nu, līdzenām, vienādām, bez kaut kādiem iesēdumiem. Ja ir kaut kādā vietā iesēdums, tas nozīmē, ka tur kaut kas ir slikti. Jā, tur kaut kas nav pareizi. Šām galvām, zini, kas tur visticamāk ir? Pie 3 mm. Pie 3 mm visticamāk strādās tās vietas, nestrādās tās vietas, es kad rādīju, kad tu atvedi galvas, tādas frēzējumi asi. Tas ir frēzējumi asas vietas. Tas ir viens, un otrs vārstu sēžu leņķis pārāk ass. Viņš pārāk ass, un pie 1 mm ir jau slikti, bet pie 3, kad gāzu ātrums ir un apjoms lielāks, viņš sāk mest virpuli tur. Un ne visai labi strādā. Līdz ar to tas ir, stokā tur ir tāds nevisai laba vieta. Nu, lūk, tad šeit izskatās pilnīgi savādāk, vai ne? Tā līkne. Redz, ko mēs te redzam? Pie 1, 2, 3 mm pacēluma ļoti liels gaisa daudzuma pieaugums. Ļoti daudz. Половину почти. Jā, 40% tas ir ļoti daudz. Es pats biju pārsteigts, es neticēju. Es šito vietu mērīju vairākas reizes. Es domāju, nē, nu, labi, nu, es jau it kā centos, bet diez vai tik labi bija. Bet mērīju vēlreiz, un jā, tiešām tā ir. Nē, nu, šis ir tam, ka katra tā mazā niansīta pie tās ir piestrādāts. Pie tām vārstu sēžām, vārstu formas, tieši tā izliekuma rādījus, jo, kad tas vārsts ir 1-2 mm vaļā, tā caurumiņš ir ļoti maziņš. Un līdz ar to ļoti svarīgs. Nu, kāda viņam forma. Pēc tam jau, kad vārsts attālinās, viņš jau attālinās tur, piemēram, 11 mm. Ну, ему эти острые края не так мешают. Jā, teiksim, tur jau ir svarīgs laukums tam каналам. Я сейчас скажу в миллиметрах, да, от 1 миллиметра до 11, так как распредвал у нас будет 11 миллиметров. Просто в процентах. С 1 миллиметра плюс 44%, 42, 30, 12, 8, 10, 10, 11, 10, 10, 11%. То есть самая большая прибавка у нас на маленьком открытии, опять же, потому что вот объяснил человек, что все маленькие вот эти нюансы, а на большом открытии уже не такая большая прибавка, но тем не менее, если мы возьмем среднюю, ну, можно же как-то посчитать средний? Можно. Да. Ну, так... это надо все сложить, поделить или как? Нет, не будет правильно. А как? Потому что там надо, jāieskaita ir laiks. Как долго открыт, да? Jā. Это от распредвала зависит. Jā, vajag sadalas vārstu, sadalas vārstu profilu izmērīt. Nu, ja ļoti precīzi tu gribi. Un tad tu zini laiku un cik ilgu laiku pavada tas vārsts katrā no tiem milimetriem. Un tad tu vari sasumēt. Vidējais kopumā varētu būt gaisa apjoms apmēram 15%. 15%? Jā, klāt, apmēram. Jā. Через головку, через каналы мы сможем... А выпуск? Выпуск здесь можно учитывать как мощность или нет? То есть вопрос... Нет. Ну, да. Вопрос в следующем. Просто есть такая математика, что если мы добавили в среднем 15% воздуха, то мы увеличили на 15% мощность. Jā, nu jā. Так и есть. Nu jā, jo gaiss ir vienīgais pēc būtības ierobežojošais faktors. Сейчас будет неудобный вопрос. Смотри, у нас получилось, я немножко округлю, 580 лошадиных сил. Jā. Мы прибавим 15%. Ой, не то нажал, извините. 580 плюс 15%. Jā. То есть это почти 90 лошадиных сил. Jā. При всех тех же параметрах двигателя. И при всех тех же распредвалах старых. Или только с новыми. Nu, nav tik vienkārši. Jo,
skaties, tev kompresors, vai tas kompresors varēs to izdarīt. Tātad... Нет, если мы берем константа, что компрессор может, да. Нигде нет другой проблемы, да. то 15% в среднем это реально плюс почти 90 лошадиных сил в моем случае. Jā. Nu, principā tas tā arī būtu. Nedaudz mazāk, tāpēc, ka tev ir jāievērtē berze, zinēji, lielāka slodze, lielāka berze, vairāk jaudas, nedaudz tur degviela, vēl kaut kas čut degviela aizņem vietu. Tev vairāk jaudas, tev jāiešpricē degviela, tev nav tiešās iesmidzes, zinējis, ну, bišķiņ mazāk, bet principā jā. Но, что интересно, мы первый замер на этих головках сделаем на тех же самых распредвалах. Ага. На тех же самых. Jā. Мы получим график. Там, конечно, тоже не очень правильно, потому что двигатель будет новый. Новые кольца, новые поршни, другая степень сжатия. Но, тем не менее, все вместе должно нам дать 700 лошадей. Nu, kompresors to varēs, tad varēs, jā. Nu, tad, kas vēl redzams, ja par ieplūdi es biju nedaudz pozitīvi pārsteigts, ka ļoti labi sanāca. Par izplūdi es atklāti sakot biju cerējis, ka būs bišķiņ labāk. Bet, nu, pēc tam jau izdarot to mērījumu, apskatoties to kanālu, padomājot, kā bija un kā ir, un ko tur varēja izdarīt, es saprotu, tas kanāls jau bija diezgan labs no rūpnīcas. Zavoda. Es neredzu baigi lielas iespējas tur kaut ko uzlabot. Izplūdes kanālu var būt, ja mēs liktu lielākus vārstus. Es liktu lielāku vārstu, tad sēžu formu varētu taisīt vēl plašāku, varbūt, bet vēl svarīga lieta ir šī te ieplūdes un izplūdes attiecība, gaisa daudzuma attiecība. Un viņa ir šai galvai tagad pēc sportinga ļoti laba. Es uzskatu, ka ja tev ir kompresors un dzirnekļi, kuriem ir jāstrādā, tur vajag gāzu ātrumu, principā es pat domāju, ka ir labi tā, kā tagad tas ir. Bet jebkurā gadījumā, nu, nav jau tā, ka nekas nav iegūts. Vidēji redz, kur ir gandrīz 10, bišķiņi zem 10, 5, 6 un galā 11–12% ieguvums. Tad kā mums tas stāsts sākās? Сакās ar то, ka tu gribēji uzlikt S62 galvas, vai не? Да, этот вопрос очень многих волнует. Почему ты их не поставил? Jā. Я потом объясню, почему их не поставил. Вот, может быть, в этой даже серии, мы когда вернемся к установке головок, я вам покажу наглядно, почему я их не поставил. Поэтому решение было принято делать эти головки. И теперь у нас была задача и такой спортивный интерес. Можем ли мы портингом? Jā, vai mēs varam, uzlabojot M62 galvu, uztaisīt labāku par S62 galvu. Es teicu, ja paveiksies, vai ne? Tad varbūt, kad izdosies. Nu, jo atšķirība nebija ļoti liela, bet tomēr bija, vai ne? 5%. Nu, 5–6%, jā. Nu, tad tagad tā skatāmies. Gatavs esi? Meklējam, kur ir tas grafiks. Zilais ir S62 un sarkanais ir tava galva. Но, kas tur redzams? Слушай, ну разница есть. Ir? Особенно вот тут очень видно разницу. Jā. Ну, везде есть, но вот тут прям так. Ну, jā. Tā ir. Это портинг против сток. Jā. Итак, мы с вами оказались уже у нас в гараже, и мы привезли головки к себе, готовы их устанавливать. Но перед тем, как мы это сделаем, всегда хочу вам посоветовать сделать очень важную, такую мелкую, но очень важную вещь. Несмотря на то, что после обработки, шлифовка поверхности, всех вот этих работ по портингу, голова была опять на ультразвуке, ее промывали, нужно всегда выкрутить вот такие вот подобные заглушки, которых в головке и в блоке в том числе. Блок я уже сделал до этого. В головках достаточное количество всяких таких пробок, которые выполняют роль заглушек масляных каналов. Я выкрутил все пробки, и вот на одной из них какое количество стружки, которую не удалось вымыть даже в ультразвуковой ванне. Поэтому выкручиваем, продуваем несколько раз с помощью брейк-клинера и так далее все вот эти каналы, и только тогда готовимся к сборке. Еще перед тем, как мы их поставим, у меня, как видите, здесь стоит одна грязная, чумазая старая головка. Это моя какая-то уже донорская голова, валяется очень давно. Она с дефектом была, то ли с вывернутой резьбой в свечах, не помню. В общем, она лежит просто как деталь какая-то, вряд ли я когда-то буду использовать. Валяется у меня много лет, и она единственное, что она грязная внутри по каналам, но я хочу, чтобы мы, наверное, сейчас сделаем просто фотки, и вы увидите
Да, она грязная, это уже будет портить немножко эффект разницы. Это чистое и сделанное. Но, тем не менее, если присмотреться на две одинаковые с одного ракурса, постараемся сделать для вас фотки, вы увидите, собственно, то есть оригинальную голову, и после портинга. Вот так это выглядит наглядно впускные каналы, и так выглядят выпускные каналы. Обратите внимание, что даже направляющие доработаны что во впуске, что в выпуске. В целом геометрия канала, ну, довольно-таки сильно поменялась. Возвращаемся к блоку. Еще раз все перепроверил. Даже были комментарии в прошлом видео, что я неправильно поставил маслосъемные кольца наборные, что их нужно вот так вот сжимать, что они вот так вот поднимаются. Во-первых, спасибо за совет, я в курсе, но я сегодня вытащил несколько поршней. Я перепроверил эти кольца, и знаете что? Эти кольца делают движение и туда, и сюда. Поэтому как бы я их ни... Вот нажимаешь, пальцы ставишь чуть шире, нажимается в одну сторону, нажимаешь, ставишь чуть уже в другую сторону. Я, конечно, оптимально их поставил так, как вы посоветовали, и так, как якобы правильно, но вот конкретно эти кольца жмутся в обе стороны. Объяснять, как это? Давай заново. Я все-таки предположил, что я мог ошибиться, я вытащил несколько поршней, посмотрел, посжимал эти кольца еще раз и понял, что убедился в том, что это кольцо сжимается и в одну сторону, и во вторую. Вот как пальцы ставишь чуть-чуть шире, чуть уже на кольце, оно то туда сжимается, то сюда. Поэтому собрал обратно все как было, поэтому здесь должно быть все в порядке. Также на блоке уже поставил, тут ходил, экспериментировал, мне было интересно. Заказал новые 4 направляющих подголовки, вот 2 у меня от этой стороны и 2 уже стоит в блоке. Это у нас готово, все продуто, все протерто, еще раз, несколько раз уже проверено. И теперь момент по прокладкам. Значит, что интересно, кстати, в следующей серии я вам покажу свой старый двигатель. Я там снял на данный момент одну головку и очень сильно удивился, что там стояла не такая, не металлическая прокладка, а какая она там, паранитовая, поролоновая, неважно. Поролоновая прокладка, кстати, прикольно было бы. С металлическими кольцами. Вообще, сколько помню в своей истории, может быть, это какой-то ранний М62, не знаю. Всегда ставилась такая вот металлическая, в данном случае 4-слойная прокладка. Почему 4-слойная? Потому что в оригинале идет 3 слоя, у нас 4. Это ремонтная прокладка, которая шире на 0,3 мм, выше точнее. Ее мы и будем ставить. Ну, во-первых, мы немножко сняли с блока, что-то сняли с головок. Там какие-то сотки, не десятки. Но немножечко, если нам удастся хотя бы еще прокладкой чуть-чуть разжать степень сжатия, то есть поднять головку, это тоже будет хорошо. Поэтому прокладки оригинал, металлические, ремонтные. Значит, кладем их сюда на блок. Здесь все просто. И можно, в принципе, нести голову и устанавливать ее на блок. Итак, друзья, голова. Все продуто, все проверено, каналы, резьбы, все выдал. Волнуюсь. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Последний раз, надеюсь, не скоро будем все это разбирать. Все это будет успешно у нас работать. И давайте будем ставить голову. Есть направляющая? Ну, где вторая? Опа, слышали, какой звук был? Аж спина вспотела. Ну, красота. Надо будет сейчас наживить пару болтов и сразу закрыть канал, заклеить, чтобы ничего у нас никуда не упало.
аж перчатка порвалась, говорит: Саня, хватит, поехали домой. Ну что, головки поставил, затянул. Как всегда, это максимально волнительный момент, потому что тянешь где-то что-то не по ньютонам тянешь, а по градусам. Я, кстати, дико не люблю тянуть по градусам. Я считаю, что все должно быть на ньютонах, но, кстати, в самой старой школе, например, в подвеску возьмите какую-нибудь, не знаю, 36-ю, там только все в ньютонах, а в более современной автомобилях уже ньютоны и градусы. Да, там с точки зрения физики это все объясняется, но как при сборке ньютонами удобнее. Так, друзья, быстро объясняю, обещал, почему не поставил S-головки. Во-первых, там есть нюанс по прокладкам, потому что там подача антифриза не сзади, как в моем двигателе М62, а вот здесь вот сбоку с помощью таких вот двух трубочек. То есть там более крутое охлаждение, равномерное получается. Но установив эти головки на прокладке от М62, что было бы правильно, там есть нюанс и не совсем правильная, корректная работа подачи антифриза через отверстие в прокладке после того, как идет охлаждение головы, идет в блок. Вот там есть некое несоответствие по самим прокладкам. Поставить сюда прокладки от S62, которые больше по диаметру, аж целых 94 мм, там поршень здесь 92, тоже не совсем правильно. Ну и даже это не самая большая проблема. Дело в том, что здесь у нее эти алюминиевые два трубопровода, по которым подается антифриз, они мне физически мешают для установки нашего компрессора. Поэтому пока у нас есть компрессор вот с этим нижним интеркулером, это, кстати, в будущем мы собираемся исправить, немножко по-другому сделать, но пока что у нас остается, как вы видели, мы сделали головы М62, которые мы сделали лучше, чем стоковые S62. Вот вам и ответ, почему я не поставил головки от S62. Да, там еще нюансы, что распредвалы только S62 ложатся, никакие другие, но это все решаемо. Самая большая проблема — это вот эти две трубы, которые мешают для интеркулера нашего компрессора. Так, друзья, думаю, что эту серию по головкам можно заканчивать. Скажу вам наперед, заказаны новые злые распредвалы, придут они не скоро. Распредвалы будут CATCAMS, это американское производство. Я попросил еще, более того, они сделают мне на заказ валы, которые я попросил под этот двигатель с нужными мне параметрами, поэтому это дольше. Плюс они не держат на складе, даже если мы говорим о не кастомных решениях, а каких-то готовых, не держат их в стоке на складе, они их делают только вот оплатил, они пошли на производство, их делают, они отправляют сюда. Я думаю, что к концу сезона этого дрифта они будут уже стоять на двигателе, но в ближайшее время запуск первый сделаем на тех же самых старых валах от М60, напомню, у нас стоят. Вот, валы заказаны, здесь пока все собрано. В следующей серии будем все уже собирать. Вот такое все красивое, новое, на гору новых красивых болтиков, которые у меня здесь в мешке валяются, кучу таких вот красивых, оригинальных, новых планки обвода цепи, крышка сальника задняя, которую мы поставим позже, потому что нам стенд мешает. Вот такие вот вещи, все на новых болтиках. Но это будет в следующей серии, и уже мой план, в следующей серии мы все соберем, снимем, что надо со старого мотора, прикрутим на новый и сделаем, скорее всего, первый запуск. А пока что спасибо, не забудьте поставить комментарий, написать паузу, мне интересно, что вы напишите. Пока, до скорых встреч. Надеюсь, вам было... Может быть, это видео для части из вас показалось очень нудным в плане объяснения и показания, показа, как это сказать? Показа по поводу головок, их тюнинга. Но, тем не менее, таких видео подробных с результатами до и после я на YouTube не нашел. Тем более касаемо нами всеми любимого старого V8 от BMW. Перчатка все больше и больше рвется, посмотри. Кстати, там один комментарий был, что, Александр, теперь только так. Теперь никак иначе с этим двигателем. Все, друзья, пока. Осталась только салфетка на полу, но это мелочь.